Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв» в студии Ирина Ефимова. Исследования в области так называемого активного воздействия на климатическую среду велись еще с 1930-х годов. А к середине прошлого столетия эта тема стала центральной не только в научных кругах. В одном из самых популярных романов того времени «Колыбель для кошки» Курта Воннегута главный герой создает таинственное и опасное вещество под названием лед-9. Один его кристаллик привел к гибели всей Земли. Вода даже в атмосфере начала кристаллизовываться и затвердевать уже при положительной температуре. Старший брат писателя Бернард Воннегут, известный химик и метеоролог, в ноябре 1946 года открыл эффект действия йодида серебра в кристаллизации воды, который был использован для вызова искусственного дождя или снега. Этой самой технологией мы пользуемся до сих пор. О применении этой технологии для новых задач и передовом опыте республики сегодня поговорим с гостем нашей студии, начальником службы спасения Республики Саха-Якутия Иннокентием Мадросовым. Иннокентий Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, правильно я сказала? Технология та же самая или немножко другая? Ну, в принципе, правильно, потому что если чуть поближе возьмем, это в 90-х годах, в 95-м году уже якутяне работали, воздействие на облака. Вот. А вот когда уже начались у нас пожары, это 2020 год, 2021 год, было все-таки 2021 год был это очень масштабные такие пожары, да, лесные пожары. Поэтому было дано поручение главы республики все-таки как-то нам вникнуть на новые технологии. И прямо он дал поручение, почему у нас вот нету своего зондировщика, давайте закажем, сделаем. И было дано задание полярным авиалиниям. Ну и кроме того, привлечь Росгидромет, потому что Российская Федерация вот, воздействием на облака занимается Центральная аэрологическая обсерватория Росгидромета. И ну, потому что мы занимаемся вот спасательными работами, было дано поручение через Госкомитет по обеспечению жизни и населения нашей службы спасения. Ну и с тех пор вот уже второй год работаем. Потом, после этого было дано задание президенту Российской Федерации. Он поддержал идею нашей главы республики, и мы начали работать. Поэтому вот уже второй год плотную работаем. Вот. В этом году в республике на сегодня работает 3 зондировщика. Давайте сначала начнем с того, какая сейчас обстановка с пожарами. Я вот знаю, что в Среднеколымске сложная ситуация. Вообще с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 495 пожаров. Пройденная огнем площадь при этом составила 882 тысячи гектаров. Это достаточно много. Но 20 июля сегодня, значит, 65 пожаров сегодня действует на 479 тысяч гектаров. А аналогичный период прошлого года в эту же дату было 58 пожаров. Ну, при том у нас в прошлом году площадь очень маленькая, была 41 тысяча гектаров. Поэтому сегодня в основном горят леса в тех районах, где позапрошлые года не было таких лесных пожаров, природных пожаров. Это самый крупный пожар в Среднеколымском районе. Горит, значит, Верхнеколымский луз. Потом много пожаров до сих пор остаются в Усть-Майском, Нерюнгринском, Алданском районах. Ну и частично были в Алекнинском был один пожар, в Сунтарском был один тоже, потушили. Ну и в Тампонском районе вот были пожары. Поэтому в целом, конечно же, все контролируется, но сегодня в республике, значит, объявлена сначала чрезвычайная ситуация в лесах, ну и потом межрегионального характера. Поэтому сегодня подтянуты все силы, и из регионов тоже. Ну и все службы, которые, значит, работают вот в этом направлении, они тушат пожары. Но надеемся, что улучшение будет, я думаю, потому что каждый день, допустим, вот сегодня 13 пожаров ликвидировано. Вот, но завтра опять-таки вот так, если будет, то нормально.
в целом Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос моему гостю можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. И, конечно, можно задать вопрос через наше мобильное приложение. Если вы его еще не скачали, отсканируйте QR-код, который видите на экране, и отправляйте свои вопросы. Ну, смотрите, значит, ну, все-таки по сравнению с прошлым годом начали их немножко больше, по сравнению с 2021 годом, который мы упоминали, все-таки количество сократилось. Вот в чем тут дело в климате или все-таки вот работа по минимизации, по предотвращению? Ну, тут, конечно, факторов много. Республика в те года сильно так не горел. Мы и историческое, и статистическое знаем о том, что крупные пожары, они имеют свой цикл. Это, скажем, 15, 20, иной год 30 лет пожаров не бывает. Но потом, когда уже земля становится горимым, или как там говорят, листва в лесах, да, или реках суходольных, там каждый год не косится, поэтому остается много, прошлогодней травы, и он и становится пожароопасным. Поэтому все это накопилось. Ну и, конечно же, климат. Когда идет засуха, начиная вот мая месяца, это обязательно вот появляются пожары. Ну, конечно же, большинство пожаров это идут от грозов. Вот. В этом году вот на северах гора горит, там же людей нету в целом. Поэтому это все основная причина в этом году это грозовые такие вот пожары. Вот. Но в 2021 году говорили очень много про сухие грозы, так называемые, которые являются причиной пожаров. Да, причиной пожара, конечно, сегодня вот постоянно анализируются вот, и когда пожар идет, там идут и надзорные мероприятия, все такое, от чего уже это произошло. Ну и в этом году перевалирует, конечно же, это причина основная, это грозы, сухие грозы. Вот. Ну и... Но есть такое мнение, что природные пожары – это все-таки природное явление, и как бы они все равно неизбежны. Во-первых, сколько вот я себя тоже помню, да, в детстве тоже крупные пожары не проходили. А потом опять как в школе учились, тоже проходили. Это вот, когда анализируешь, это 10, 15, 20 лет постоянно идут. Но сегодня же мы живем в цивилизованное время. Мы должны уже научиться, чтобы пожаров таких лесных не было. Поэтому все те мероприятия, которые сегодня проводятся, вот после 2021 года, когда крупные пожары были, да, очень большой комплексный план принят и утвержденный главой республики. Там все расписано, много там изменено тушение вот, природных пожаров, вот, в том числе и лесных. И, конечно, вот предмет в целом-то вот Центральная Якутия это сейчас, ну, скажем, более-менее нормально. Вот вблизи населенных пунктов пожары не идут. Вот, поэтому у нас огромная территория республики, поэтому вот переместился на те районы, где в основном эти проблемы не остались. Вот, Вот теперь давайте ближе как раз к этому к эксперименту воздействия на облака, да, почему именно в Якутии он начал проводиться. Почему вот назвался эксперимент? Да, во-первых, такая работа, она как-то эпизодична и потом очень краткое вот время проходила. А именно вот цель и задача вот данной работы сегодня – это работать все пожароопасное время. Именно, во-первых, То есть сначала сезона и начало пожароопасного сезона. Поэтому вот мы в прошлом году начали применять воздействие на облака 15 мая, а в этом году первый полет состоялся 26 мая. Ну, смотря какой вот у нас влажность и так далее. Мы при этом определено, мы работаем, во-первых, на повышение травостоя по заявкам Министерства сельского хозяйства. Это вот в июне месяце, ну, чисел до 20-го. От них поступает заявка, мы его выполняем. И второе, значит, на снижение класса пожароопасности по заявкам Министерства экологии, ну, в котором вот сегодня все полномочия по тушению лесных пожаров.
Поэтому вот мы и в прошлом году, и в этом году как раз это время удержали, поэтому беседник таких провоцирующих пожаров не произошло. Ну, местами были, но не так часто. Потому что вот у нас все-таки увлажнение, оно все-таки свое дело сделало, которое мы вот воздействовали на облака. Ну, дожди были время от времени. Вот. Потом, уже когда начался гореть периферия нашей республики, это юг, северо-восток, мы уже перешли на тушение вот именно самих пожаров. Когда возникает, переходит фронт большой, когда нам подсказывает управление гидрометслужбы, Якутское управление гидрометслужбы, мы вместе с Центральной аэрологической обсерваторией проводим анализ, куда же пройдет этот фронт, и начинаем, значит, планировать вылеты. Самолет вылетает, зондировщик, и начинает воздействовать на эти облака. Мгм. А вот для прозрачности понимания, да, технология зондировщика, она как устроена? То есть, если облако есть и дождь должен пролиться, она просто его усиливает, да, эти осадки? Или может просто ну, вызвать осадки там, где их не предполагалось? Вот как раз, Ирина, вот термин «вызвать», это неправильное понимание. Мы усиливаем. Поэтому и называется вот Центральная аэрологическая обсерватория Росгидромета. Там существует и давно работает центр воздействия облака. Вот они, ну, не только у нас работают, сейчас у нас активно очень работает. И когда самолет вылетает, он работает в диапазоне 5-7 километров на высоте, на высоких слоях данных облаков. Они, во-первых, туда прямо залетает в это облако и потом определяет, насколько запасы, ну и ресурсы они называют, насколько они богаты ресурсами, как идет там дождь и так далее. Ну и потом определяет маршрут, изучает, значит, синхронизирует картой наличие пожаров и начинает в высоте, начиная с 6-7 тысяч, обстреливать пиропатронами. Вот. Пиропатрон это по размеру как патрон ракетницы. И в каждом пиропатроне там находится юдистое серебро. Да? Ну, где-то состав этого химиката где-то около 5 граммов всего-навсего. Когда там, главный, скажем, да, главный командир данного, значит, операции, он дает задание пуск, нажимается, и он начинает снизу обстреливать. Это как мы же фейерверк делает же в праздниках, да? Вот так он прямо выходит, и прямо он начинает запускать дым. И там содержание юдистого серебра. И он где-то в пределах километра он рассасывается, и все распыливается. Недавно меня спрашивали, он какое-то влияние делает, и люди пишут тоже, да, какое негативное влияние оказывает. Он не доходит, потому что это слишком на высоких, производится высоко. Ну и потом эти облака же не постоянно в движении, ветер в какую сторону носит, да, и где-то в течение 25 километров он все влияние прекращается. Это на основании тех экспериментов, было подтверждено экспериментами, которые проводит Центральная аэрологическая обсерватория. Вот. И облако они переходят на свое, так сказать, на свое состояние, и он дальше идет. Иногда он там, дождь прекратится, иногда он чуть-чуть продолжит. А активное влияние только в пределах 20-25 километров. Вот. Понятно. А сколько у нас сейчас зондировщиков работает на территории республики? На сегодня, 20 июля, у нас в Якутске находится 2 самолета зондировщика, один самолет-зондировщик, который 1,5 года, тоже по поручению нашей главы, сделали полярная авиалиния. Он сегодня сделал передислокацию в город Среднеколымск. Потому что там у нас идут сегодня крупные пожары, и как раз мы там ожидаем завтра, послезавтра хороший фронт и ресурсами, и будем там работать.
Ну, дня 2-3 поработаем и посмотрим, какие там еще облака будут. Будем ждать или опять вернемся, будем работать на Усмайский, Алданский районы. А ресурсное облако, это значит, что в нем потенциально много осадков может быть, да? Заключено. Ну вот Как вот? вообще есть типизация облаков. Их же много. Вот кучевые, кучево-дождевые, слоистые, слоисто-дождевые. Ну и самый вот высоко это перистые, которые ничего не имеют. Поэтому самое удобное это фронт облаков, это из слоистых облаков. Он, во-первых, более плотный, и, конечно же, там он может долго идти. А кучевые облака, они очень быстро проходят. Вот гром гремит, молния, а раз там полчасика дождь льет и потом уходит. То есть ресурсное, это по-простому означает, что там потенциально может быть много осадков. Да, поэтому вот в целом-то вот и метеорологи нашего управления гидрометеослужбы, и, конечно, мы все ожидаем в тех местах, где вот идут, бушуют пожары, чтобы нормальные вот слоистые облака были. Вот. Ну вот один самолет, вы сказали, сейчас в Среднеколымске, и второй? Второй и третий сегодня находятся в Якутске, и Як-40 сегодня летел в сторону Усмаи. Опять же, там мы... Ну, сейчас вот у нас ресурсов много, идет естественные дожди, поэтому вот в тех местах мы его чуть-чуть усиливаем. Поэтому, вот, конечно же, жители республики, они должны правильно понимать, что мы усиливаем дождь, который идет. Мы иногда говорят, вы там вызываете, перетаскиваете облако и начинаете это там обстреливать. Да, особенно вот жители северных районов иногда сетуют, да, что у нас лето и без того короткое, вы осадки вызываете, климат меняете, Ну, в крайнем экосистему нарушаете. Ну, территория республики очень огромная, поэтому, конечно же, те работы, которые сделаны в Центральной Якутии и которые вот сейчас мы делаем в Южной Якутии, Восточной Якутии, оно, конечно, туда не переходит. Я вот же говорю, в течение вот 20-25 километров воздействие юдиства вот серебра, он прекращается. А вот с обводненностью сенокосных территорий можно ли связывать работу зондировщиков? То есть многие же задаются вопросом, что вот сеном как обеспечить все хозяйства, если из-за осадков просто многие не начали даже сенокосную кампанию. Вилюйский агрополус, например. Да, мы день получаем много звонков от глав наслегов, глав районов, улусов. Ну и, конечно, в социальных сетях много пишут, склоняют нас о том, что мы мешаем сенокосной стране. Ну вот поясните, Да. мешаете или нет? Ну, я скажу следующее. Да. Во-первых, в основном активная сенокосная пора у нас проходит в Центральной Якутии. Мы с июля месяца, вот в первых числах только обстреливали Нюрбинском, Верхнеюрском и частично вот до Ортосурта, горном районе. И больше мы в Центральной Якутии сельскохозяйственных районах уже не летим. Если летим, то сквозной вот проходим на те районы, где вот бушуют пожары. Вот, поэтому я официально должен сегодня заявить о том, что мы в июле, ну и, наверное, точно в августе месяце, если не будет пожаров, мы не будем летать над Центральной Якутией. Ну и даже смотрим те северные районы, тоже, где идут сенокосные работы. Вот, поэтому, конечно же, вот всегда бывает у нас что-то лучшее, всегда есть противники, или, скажем, сколько человек, столько мнений. Поэтому просто заблуждаться не надо. Сейчас вот идут, ну, мы вообще привыкли, да, вот когда всегда во время сенокоса нормальный июль, вообще никогда не бывает дожди. Но мы же не должны забыть нашу историю, те года, когда у нас были увлажненные года. Мы должны помнить о том, что осенью 2022 года все реки, они замерзли на высокой воде. Вот. Потом всю зиму много снега выпало, и мы же понимаем, были наводнения и так далее, вот как раз в речной зоне. Мы помним, когда поздно, вот в конце паводка шли очень большие вот эти дожди и затопления. Поэтому вода сейчас очень медленно уходит вот, с этих суходольных речек. Поэтому вот
Есть у меня информация о том, что Белюйская группа сегодня тоже вода не уходит, но тут тоже вот, само вот, сам рельеф и Белюйская группа районов тоже мы знаем. Там же это неизменность, это уклонов совсем нету. Ну и, наверное, не очень хорошо работают те каналы, осушительные каналы, которые всегда уводили воду из сенокосных угодий. Вот, как раз и один из, я слышал по радио, вот как раз она и сетовала на то, что вот каналы очень плохо работают и вода не уходит. А у нас дожди-то постоянно идут, мы смотрим фронт, откуда они идут. В целом, вот этим летом, вот эти дожди, они связаны всех вот, циклонов, которые приходят, ну, скажем, по северу нашей Российской Федерации, через Урал, через Белюйск, Красноярск, Белюйск-Бадрахтинск, сюда попадают. Ну и в этом году мы поймали циклоны, и они прошли через Якутию, которые образованы от Монголии и от Казахстана. Вот как раз где теплые и холодные вот эти все перемешаются, начинаются облака. Поэтому естественные дожди в этом году да много идут. А вот теперь еще подробнее, вот эти вот 3 самолета, которые они у нас сейчас работают, да, они же все разные. То есть один Як-40, он как лаборатория, да, другой циклон, он тоже там другой какой-то. Вот расскажите. Вот зондировщик, который, значит, по заказу полярной авиалинии, Который наш, да, который наш, республиканский. Ага. дали название «Атмосфера». Ну, очень хорошее название. Он, у него, значит, отсек, где, значит, заряжаются вот эти пиропатроны, он один из лучших, новой технологии сделали. Вот. И у него, значит, внутри тоже один из современных вот, ну, компьютеров стоит, и все датчики соединены в один компьютер. А Як-40, он более другого склада. У него и отсек, вот, где заряжается, он тоже более другой. Ну и внутри у него лаборатория тоже отдельная и так далее. Ну, поэтому, оказывается, вот мы думали, каждому вот зондировщику идут разные вот эти, все одинаково, но оказалось вот не так. Вот. Ну и сегодня еще работает вот зондировщик Метео, это ФГУ авиационная охрана. Вот. Он тоже другой. Он тоже другой. Поэтому в целом и, конечно же, по характеристикам самолета они тоже разные. Як-40, он, конечно же, высоту очень хорошо берет. Ан-26 чуть хуже, но Ан-26 может на грунтовой полосе садиться. Вот в прошлогодний Я-42, он только в бетоне садился. Но Як-40, он может садиться, но нежелательно. Поэтому вот, конечно, расхождение этих зондировщиков, оно есть. Ага, ну у каждого свои преимущества получаются. Да, конечно же, каждое свои преимущества. Поэтому вот сегодня Ан-26 улетел в Среднеколымск. А вообще вот получается, что и сами зондировщики, и пиропатроны, которые используются, они отечественные. Да, Россия, они готовятся только в одном заводе. Это Подмосковье. Потом они, значит, его делают только при наличии, значит, договоров, когда уже работа происходит. Мы, Только по заказу, получается. по заказу индивидуально делают. Поэтому тут тоже мы должны его заранее планировать. Допустим, вот на первый вот наш договор, который мы вот уже завершаем, да, это на Як-40, его уже начали делать в январе месяц и 1,5 месяца сделали. Ну и потом вот наш второй договор, который мы подписали недавно, ну, для нас нашли, потому что вот Центральная аэрологическая обсерватория с ними очень активно работает, поэтому вот мы нашли патроны. Поэтому мы в этом году 2 договора должны завершить. Первый договор – это 100 часов полета, а второй – 62,5 вот, часа полета. Итого вот 162 часа мы в этом году должны отработать. Но это для нас хватит, потому что мы все равно все-таки думаем, что в первых числах августа месяца, ну, может быть, до 10 да, августа, в целом-то лесные, ну, все наши природные пожары, они должны в целом-то как-то, ну, лучше станет, потому что там ночное уже более холодно будет, ну, и изморозь и так далее, поэтому туман уже начнется, и более такое увлажненное время, и мы должны как-то их потушить. Вот как раз до этого времени мы отработаем.
Мгм. А вот почему это называется эксперимент? Если республика первый регион, у которого вообще вот свой самолет, да, такой. Это из-за того, что просто у нас, ну, самая большая территория и очень много леса и будет всегда гореть, или почему? Нет, я вот вначале об этом упомянул, но не так досконально, да. В целом, это целый период пожароопасного сезона вот работает только наша республика. Вот, поэтому за это время мы, вот прошлогодний отчет нам представила Центральная Аэроглотская обсерватория. Мы ее увидели, мы его, значит, ну, между собой большие анализы сделали. И, оказывается, очень оказалась эффективной. Вот прошлогодняя карта Российской Федерации, где были пожары, у нас Якутия, Центральная Якутия, оно чистое. Ну, немного пожаров. А по остальным вот нашим соседям, так далее, Красноярск, там, Хабаров, очень активное горение. Вот в этом году, конечно же, опять-таки такая, видимо, картина будет. Это говорит о том, что мы целый сезон, в течение определенного промежутка, мы уже второй год работаем, будем сопоставлять, насколько все-таки эффективно вот, это воздействие на облака. Вот сейчас у нас улетел в Среднеколымск, мы вот завтрашнее должны работать, ну, посмотрим, насколько он эффективно потушил или не потушил. Если будут нормальные дожди и если мы усилим. Поэтому вот, конечно же, мы в купе природными, естественными дождями его рассматриваем и выводим, вот анализируем. Поэтому такая работа вот Российской Федерации только у нас такой промежуток времени идет, поэтому мы дали название это эксперимент. Ну, то есть, возможно, что другие регионы потом по этим выводам тоже будут Да, там что-то многие, подобное заводить. Или наш самолет будет к ним летать? Или многие что будет? звонят, многие звонят и говорят, вот как вам это удался, все лето держите там зондировщики, они не работают. Есть такие, даже на уровне высших эшелонов звонят. И если у нас пожаров не будет, наши будут работать, будут услуги делать. Вот, он же стоять не будет. Поэтому очень хорошее и верное решение иметь для республики свой самолет. Притом мы обучили за это время наших спасателей быть прямо вот у компьютера и работать тоже, вести эти работы. И очень активно наши ребята вместе вот инженерами, которые приехали из Москвы, САО, Центральной аэрологической обсерватории, вместе летают и обучаются практически. Вот сейчас улетели двое наших тоже в Среднеколымск. Поэтому со следующего года мы, ну, планируем сами вот садиться на зондировщик атмосферы и сами летчиками садиться и воздействовать на облака. Конечно, это было бы очень хорошо, но мы стремимся на это. То есть вообще сами будете Да, эксплуатировать? сами будем эксплуатировать, только летчики наши будут, наши же ребята, инженера, будем работать. Желание огромное, но это желание наше исполнится, когда Центральная аэрологическая обсерватория, он даст нам, ну вот, ребята, все, вы сами можете работать. Мы к этому идем. Ну, то есть, типа, подтвердит вашу квалификацию? Так Да-да-да, получается? там определенное лицензирование и так далее дают ребятам. Поэтому ребята стремятся и будут, ну, такими единичными специалистами. Надеемся на это. Честно говоря, вот я до этого слышала про подобные самолеты только в связи там с большими парадами в Москве, когда говорили, что там облака на подлете расстреливают, чтобы они дождем не пролились во время Марша Победы. Ну, может быть, да, потому что же наука-то она всегда, Россия-то, она имеет очень большие истоки, ну, по времени, да. Может быть, но я вот пока, скажем, сижу сегодняшним днем, и даже нет времени как-то копаться, и это. Я разговариваю много вот представителям, которые приехали, руководителем Даниляном Баграт Григорьевичем, он на время уехал к себе в Москве, там тоже работает, и приедет вот в конце июля, и будем как-то уже начинать, ну, идти на завершение данной работы этого года. Вот. Потом уже осенью мы получим отчеты подробные, ну, такие толстые у них отчеты. Каждый день все анализирует, вот как они летели, по какому маршруту, там сколько было пожаров, когда они были потушены и так далее, и так далее. Поэтому работа довольно это сложная. А вот еще одной из успешных таких практик считается введение дневника полетных условий.
то есть вот погодных условий, то есть которые помогают делать анализ работы, работу над ошибками. Вот ведутся такие дневники сейчас Ну, в теперь, муниципальных образованиях? вот нынешнее время, да, в целом-то погода доступна всем. Много же вот в социальных сетях я вижу, да, как они, даже вот вырезка облаков, которые вот как раз идут дожди, ну и пишут о том, что облака образованы после этого ну, воздействия и так далее. Поэтому люди все смотрят. Ну, это хорошо, тут ничего плохого нету. У нас вот свои народные синоптики тоже пользуются, поэтому это доступно. Конечно же, мы имеем центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. И у нас работают все специалисты, которые каждый день с точки зрения проявлений вот чрезвычайных ситуаций, ну, в том числе вот сегодня пожары, А тушение там ведь и пожаров, все беспилотники, анализируют. да, у Всё. вас? Там беспилотники ведь у вас работают, да, в этом центре мониторинга? Беспилот- Одни из первых, по-моему, начали применять. Да, это уже история. Мы давно имели 5 беспилотных летательных аппаратов, но сегодня они уже непригодные. Сегодня мы на поисковой спасательной работе пользуемся вот более примитивными дронами и так далее, на поиске. А так мы беспилотниками уже 2007-2008 года работали. Но они потом морально износились. Даже у нас отдел беспилотных летательных аппаратов. Эти ребята тоже много работали. Мы в основном работали во время паводков тогда. Ну, тогда вот таких пожаров не было, не бушевали. Поэтому в целом, как идет, где заторы, как идет именно льды и так далее, они очень полезны были. Вот. Ну, сегодня они морально износились. Конечно, сейчас же это развивается. Поэтому будем это... Эта сфера развивается. Сейчас вот во время перспективе. Петербургского форума заключено какое-то отдельное соглашение именно по беспилотникам. Конечно же, сегодня для нас спасательные службы передовые технологии, они очень нужны. Это георадиолокаторы, подводные радиолокаторы для поиска людей, утонувших и так далее. Ну и для поиска вот людей. Сегодня в республике мы в 4 местах ищем людей, заблудившихся и так далее, даже на островах реки Лена. Вот. Сегодня у меня 58 спасателей работает на тушении лесных пожаров. Мы, ну, как бы помогаем по договору нашим коллегам в Министерстве экологии. Ну и есть водолазные работы у нас сегодня есть. Поэтому ну, около 70 человек сегодня находится на поле, работает спасатель. Ну что, спасибо вам большое, Иннокентий Михайлович, за беседу. Действительно, думаю, что этим летом осадки, вызванные уже искусственным способом, оказали серьезную помощь в ликвидации крупных лесных пожаров, ну, в нашей республике точно. Спасибо. Вот. И удачи вам в применении новых технологий. Вот. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15 и расскажем, чем живет Якутия.